2 июня Нюрбинский район представит обрядовую часть программы на национальном празднике ИСЭХ в Калининграде. Ну а поскольку путь из Нюрбы в Калининград лежит через Москву, нюрбинцы приняли участие в ряде московских мероприятий. Об одном из них расскажут наши корреспонденты. Для нюрбинской делегации был проведен круглый стол в культурно-информационном центре постоянного представительства, где выставлена музейная экспозиция его истории, которая вызвала большой интерес. Всю содержательную часть землякам изложила Наталья Колодезникова, советник Поспредства. Здесь каждый документ, каждый экспонат имеет весомую значимость и уникальную ценность, начиная с 1922 года, то есть со дня основания этого ведомства. Почти все, кто представлен тут, постпреды, они все попали под каток политических репрессий. Очень хорошее впечатление. История Якутии с самого начала, можно сказать, с 28 года до нынешнего времени. Люди, которые не знают Якутии, посмотрев этот музей, они будут иметь полное представление об Якутии. Музей был открыт в 2012 году, к 90-летию Поспредства. Здесь бережно хранится память о тех, кто стоял у истоков создания молодой якутской автономии. Это Амосов, Аржаков, Барахов и другие великие сыны народа Саха. Потомки с трепетом прикасаются к биографиям земляков, которые ценой своей жизни осуществляли мечту светлого будущего для нашего северного края. Сегодня мы увидели подлинные документы, очень хороший, уникальный, очень содержательный музей. Но сохранение всего для потомков, для детей, чтобы таких историй больше не повторялось, вот таких репрессий. Я долго работал в архивах Москвы, ГАРП, РГАСПИ и так далее. И там, значит, нашел вот много материалов о жизни и деятельности наших первых революционеров. Очень мне оформление очень красивое, и музей получился очень богатый. Библиотечный фонд музея насчитывает 2000 книг о Якутии. Сегодня он пополнился еще одной историей Нюрбинского улуса, которую вручил глава этого муниципального района Алексей Иннокентьев. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, Москва.